нормальные ребята. Посмотрите, что они сделали. Ведро без дырки, без дна. Пирамидку тоже такую вот из оцинкованного железа можно сделать. Даже просто как труба вот такая вот с ручкой поставите, хорошо разгорится уголь. Теперь послушайте еще. Вот вы в ресторане работаете, и у вас этот вот уголь, ну, прогорает, да, потом нужно новый уголь насыпать. Ты не можешь держать запас угля, потому что не знаешь, когда человек придет, когда заказчик придет, когда клиент придет. Я видел у одного хорошего кебабчи, у которого я сам многому научился в молодости. Я видел, что он делал. Он в Ташкенте работал, он азербайджанец был, но он в Ташкенте работал, с Карабаха беженец. Он из угля золу никогда, из мангала золу никогда не выбрасывал. Вот эта зола, белая зола, никогда не выбрасывал. Он как раз, он разжигал дрова, брал дерево, акацию, разжигал дрова. В Ташкенте тоже хорошего угля древесного не продавали в те годы. Слушайте дальше. Вот он зажжет этот вот уголь, там такие вот большие вот дрова. Он их положит в край мангала. Теперь вот эту золу берет и наверх насыпает. И совочком аккуратно так сделает ровно. Они у него там внутри, эта реакция происходит и там лежит. Теперь я прихожу, говорю, давай сделай шашлык. Он оттуда возьмет одну вот такую вот деревяшку, сколько надо. Ее разобьет кусочками. Мне шашлык пожарить, сколько там шампура надо? 2 шампура, 4 шампура, столько надо, он возьмет угля. Эти кусочки угля он не выбрасывает. Он берет их щипцами и туда-обратно в этот золу сует. И у него это в золе стоит. И там в золе она медленно горит. Потому что там воздух проходит, но очень мало воздуха проходит. А здесь на свежем воздухе хорошо горит. Еще вот эти дырки есть, еще лучше горит. Это вот тягу создает. На своих мангалах не уберите все дырки, не надо эти дырки. Потом проговорим. Если у кого-то есть вопросы на этот счет, почему не нужно дырки на мангале? Не нужны дырки на мангале. Клянусь, не нужны вообще. Вот закрой полностью, будет хорошо гореть. Нормально будет гореть. Вот эту штуку вот пластмассовую поставили на нее ножку. Ну, а эта штука хорошая. Когда мангал полностью закрытый, у меня мангал, который мы сделали в Германии, разработали, да, вот я на съемках на всех его использую. Он даже вот не такую форму имеет, он вот такую вот форму еще имеет. Вот так и вот так. И сюда вообще мало воздуха заходит. Когда мне нужен сильный огонь, сильный нагрев, что вот я хочу, чтобы мне сейчас быстро зажарился шашлык, я беру вот такую штуку. Или картонку, или тарелку пустую, любую жестянку, фанерку. И машу, обмахиваю. Кислород туда подходит к углю, он начинает быстрее гореть. Когда я перестаю махать, кислород не подходит, уголь тухнет. Потому что если мангал с дырками, и он сам постоянно горит, все равно, что ты едешь на машине, у которой педаль газа нажата до конца. Тормозов нету. Здесь тоже тормоза нету, но ты хотя бы перестал, когда у тебя, считай, как будто ты педаль газа сбросил. Скорость уменьшается. Наша скорость — это температура горения угля. Хороший уголь горит температурой 750-800 градусов. Я измерял, такие термометры есть. 750-800. Просто дрова сжигаешь. Я тоже так делал. 550-600 градусов дает. Максимум. 550-600 уголь, который от дров остался. А хороший фирменный, вот хороший уголь древесный, 750-800. О чем это говорит? Когда ты поставишь на сильно горящий уголь, на мощный уголь, у тебя шашлык очень быстро пожарится. Быстро покраснеет, быстро прожарится. Сока меньше потеряет. А когда ты поставишь на температуру 550 градусов, сок больше потеряется, потому что долго будет жариться. Заполнять некоторые берут побольше угля, 3 этажа угля. Это не дает эффект. Жарить шашлык самый верхний кусочек. Вот смотрите, вот он сейчас пеплом покрытый, да? Вот мы его вот подули на него, вот он черный стал. Вот от него выходят инфракрасные лучи. Инфракрасные лучи от него выходят и горячий воздух. Горячий воздух женщины волосы сушат феном и мясо сушат.
кто жарит на горячем воздухе. Вон там мангал один стоял, вот такой высокий-высокий. От угля далеко, горячий воздух туда-то дойдет. А вот это вот уже не дойдет. Вот это инфракрасные лучи, которым мы жарим мясо. Чем ближе кусок мяса, тем он сильнее действует. Ты в 2 раза добавил расстояние, он в 4 раза меньше уже действует. Если ты в 3 раза добавил расстояние от угля до мяса, в 9 раз меньше действует. Это закон природы. Он одинаковый, хоть в Чечне, хоть в Бразилии, хоть в Узбекистане, это закон природы. Понимаете? Обратно пропорционально квадрату расстояния. Поэтому близкое расстояние для шашлыка хорошо. Но для какого шашлыка? Какой размер куска мяса кто считает правильным? Мне скажите. Кто? Говорите, любой. Какой считаешь кусок мяса? Показывай пальцем. Ну вот так. Какого? Любой. Ребят, вот такой кусок мяса, если будет, вот такой кусок мяса, его, ну, женщина придется 2 раза откусить, а мужчина 1 раз рот откроет и весь кусок мяса поместится во рту. И он прожует его и покушает. А если который большой возьмем кусок мяса, да, ну, не знаю, там, такой вот, да, вот такой. Ему уже нож нужен, вилка нужен. Это что, стейк? Мы, ну, здесь практически все мусульмане. Мусульмане с вилками, с ножами никогда не кушали. Шашлык мусульманское блюдо. Шашлык то блюдо, которое можно вообще или руками поесть, или прямо с шампура поесть. Значит, должен быть кусочек, я так думаю, что должен быть кусок удобный для того, чтобы его съели. Либо потом его надо нарезать, это мясо, перед подачей. Если мы говорим про вот такой кусок, как я показал, то исходя из опыта, или хотите, я покажу расчеты по закону физики. Хорошее расстояние для него от угля 10 сантиметров. От 8 до 12, плюс-минус. Почему? Потому что этот уголь горит 750 градусов. Нам внутри куска мяса, внутри кусочка мяса, надо получить температуру от 64 до 72 градуса. У кого-нибудь из вас есть термометр, который внутрь мяса может поставить? Видели, но нет. Ну, надо купить, он копейки стоит. Вы вот, если купите и просто вот для развлечения будете вот баловаться, играть с этим термометром, измерять температуру, вы увидите, что я говорю правду. От 64 до 72 градуса самая большая температура внутри куска мяса.